Депутаты парламента в первом чтении приняли законопроект о республиканском бюджете на 2024 год. Документ представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. Параметры госбюджета по доходам составляют 14,3 миллиарда рублей, по расходам 15,7 миллиардов рублей. Дефицит бюджета составил 1,4 миллиарда рублей. В новом году планируется увеличение доходов госбюджета более чем на 745 миллионов рублей за счет собственных налоговых и других поступлений. Республиканский бюджет по доходам на 2024 год, согласно проекту, составляет 10,9 миллиардов рублей, а по расходам более 12 миллиардов рублей. Дефицит республиканского бюджета – 1,2 миллиарда рублей. Расходы республиканского бюджета, как я сказал уже, сформированы в объеме 12,2 миллиарда рублей. При этом, если так более детально, уважаемые депутаты, обратиться в приложении 5 к нашей объемной пояснительной записке, вся структура расходов приведена по функциональному значению. При этом общий объем по сравнению с 2023 годом сокращается на 104 миллиона рублей. То есть идет сокращение расходов на 104 миллиона рублей по отношению к 2023 году. Самое большое сокращение происходит по разделу общегосударственные расходы. 311 миллионов рублей оптимизируются расходы. По другим позициям, естественно, есть рост, поэтому пропорциональная динамика есть. Также в первом чтении приняли бюджеты фондов репатриации, социального страхования и охраны труда, дорожного, пенсионного фондов, обязательного медицинского страхования, внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Во втором окончательном чтении внесены изменения в Кодекс Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях. Теперь за нарушение рекламодателям, рекламопроизводителям и рекламораспространителям законодательства о рекламе придется платить штраф. Административному наказанию будут подвергаться как обычные граждане, так и должностные и юридические лица. Депутаты единогласно во втором окончательном чтении приняли изменения в закон о правовом положении иностранных граждан Республики Абхазия. Теперь вид на жительство иностранным гражданам будет выдаваться на 10 лет. Документ представил депутат Дауд Хутова. Проект касается проблемы вида на жительство, который у нас сейчас есть, прежде всего у жителей Галского района, ну и ряда жителей Форчалского района, соответственно, тоже. В первом чтении проект был принят на прошлой сессии. Там после этого было обработано, у нас появилось ряд вопросов, ряд уточнений, некоторые термины не устраивали. В итоге это все мы озвучили. Тимур Адамурович вместе с аппаратом уполномоченного провели дополнительную работу, подготовили поправку, и сегодня вот уже на ваше усмотрение, рассмотрение выносится эта поправка. В первом чтении принят законопроект о регулировании оборота никотиносодержащей продукции. По данным ГТК, с 1 января 2020 года по 2 мая 2023 года в республику ввезли более 71 тысячи никотиносодержащей продукции и курительных жидкостей. Законопроект разработан в целях защиты жизни и здоровья населения, в особенности несовершеннолетних. Наряду с ввозом предлагается еще и запрет продажи, рекламы, реализации, переработки. В общем, максимально постараться ограничить, даже если не получится полностью проконтролировать ввоз и продажу, нелегально, если будет поступать на территорию Республики Абхазия, по крайней мере у наших детей доступ к ним будет усложнен. Они не смогут прийти в магазин и купить без каких-либо проблем. Парламент в первом чтении принял поправки в некоторые законодательные акты, регулирующие деятельность общественной палаты. Законопроект предполагает ввести новый 25-летний возрастной ценз для членов палаты. Также запрещает лицам, страдающим алкоголизмом, наркоманией, хроническими затяжными психическими расстройствами, быть избранными в палату. Общественная палата – это не орган, исполнительной власти. И, мне кажется, там должно быть больше, более широко представлены, разные представители разных групп. Если парламент, условно говоря, будет представлять 6 членов, в принципе, и там тоже у некоторых
членов общественной палаты, было такое мнение, что и президенту, допустим, да, и в парламент, чтобы общественные организации представляли, не чтобы внутри президент сам выбирал, ну, кого он считает нужным, или парламент, как это у нас происходит с контрольной палатой, или чтобы представляли общественные организации, чтобы им максимально как бы уйти от вообще политизации этого вопроса, чтобы это были там и профсоюзы, это были организации, и ассоциации. Органы, коим является парламент, народное собрание, коим и являются органы местного самоуправления, это наши местные собрания, районные и городские, это тоже представительные органы. И они в существующей процедуре, органы местного самоуправления, представительные органы, они полноправно принимают участие в формировании общественной палаты. В этой связи представляется, что в случае принятия данного законопроекта может произойти существенный перекос в сторону представительной ветви власти, тем самым будет нарушен баланс. Существующая, еще раз повторяю, система с 2006 года нацелена на то, что общественная палата формируется из определенного количества представителей, утверждаемых исполнительной властью, в дальнейшем формируются, представляются органами местного самоуправления, представительными органами, направляются кандидатуры, потом они выбираются, дальше избираются представители общественных организаций, то есть нашего гражданского общества. Еще раз повторяю, что общественная палата – это орган, обеспечивающий взаимодействие с исполнительной ветвью власти. В этой связи столь радикальное внесение изменений считаем преждевременным. В первом чтении приняты поправки в законодательные акты в сфере борьбы с майнингом. Согласно документу, оборудование для добычи криптовалюты будет конфисковаться при первичном присоединении к электросетям и нарушении законодательства. Конфискация оборудования будет осуществляться на основании решения суда. На сегодняшний день мы вынуждены платить сотни миллионов рублей, а может даже и миллиарды за нашу энергетику, да? Из-за какого-то количества людей, которые там занимаются этой деятельностью, страдать все население не должно. Миллиард рублей или 900 миллионов рублей – это не построенные, значит, школы, не отремонтированные больницы и так далее. Можно по списку сколь угодно долго продолжать. С этим процессом в нашей республике нужно покончить, да. Может быть, это не популярная мера, может, она грубая мера, да, но нужно заканчивать с этим, потому что львиная доля дефицита электроэнергии может, даже если и не львиная, но 30% приходится на незаконную добычу криптовалют. Парламент внес изменения в закон об актах гражданского состояния во втором окончательном чтении. Это позволит снять ограничения для тех, кто желает восстановить абхазскую национальную принадлежность и фамилию. Речь идет о лицах без гражданства, постоянно проживающих на территории Абхазии, являющихся этническими абхазами, прямыми потомками утративших абхазскую национальность в результате исторических событий 19-20 веков. Также в законопроект вносится дополнение, в соответствии с которыми правом на восстановление абхазской фамилии наделяются не только этнические абхазы, но также иностранные граждане и лица без гражданства. Алика Трапшраму Камки, Абхазское телевидение.